Завершен конкурс среди учащихся со 2 по 11 классы «Если б я был президентом». Сегодня состоялась церемония награждения победителей. Кто выиграл и как бы он изменил страну, имея полномочия президента, об этом в сюжете Наты Евлоевой. Сегодня в Национальной библиотеке подвели итоги конкурса «Если б я был президентом». Он длился в 2 этапа. Первый – прием конкурсных работ. Второе – подведение итогов. Были отобраны лучшие из лучших. И сегодня, наконец, состоялась церемония награждения. Автор самого фантастического прогноза по развитию страны учится в стандартной школе. Уроки тоже обычные. Математика, литература и русский язык, который Ибрагим Аушев особенно любит. А вот в школе будущего, говорит ученик, будут совсем другие предметы. И не только касающиеся школьной программы, да и сама страна будет, по его словам, лучше. Я хочу быть президентом. Хочу сделать из своей страны хорошую державу, чтобы защищалась, чтобы была мирной. Ибрагим Аушев – победитель конкурса сочинений. Он занял 1-е место. Школьник признается, если станет президентом, то сделает все, чтобы люди были патриотами своей страны. Я считаю, что каждый человек должен быть патриотом своей страны, потому что он должен любить ее. Иначе к чему она ему нужна? Это же его страна, он должен ее любить и заботиться о ней тоже. Не один президент все делать должен, а все вместе. В конкурсе принимали участие около 70 школьников. Это учащиеся со 2 по 11 классы. Конкуренция была серьезной. В финал вышли лучшие. В качестве приза им вручили дипломы и книги, а остальным участникам выдали сертификаты. За активную гражданскую позицию, что Подобные конкурсы проводятся не впервые. Национальная библиотека организовывает такие мероприятия систематически. Сейчас ребята в ожидании следующих состязаний. В нашей библиотеке запланированы и другие мероприятия, приуроченные ко дню выборов президента. Это правовые часы, выставки, нестационарные акции. На мероприятии присутствовали также и гости, которые поздравили финалистов и пожелали им дальнейших успехов. Одна из них – член Союза писателей Зарета Ахильгова. Хочу пожелать рвения, очень мощного рвения к знаниям, потому что только знания поведут нас далеко-далеко вперед. Только знания помогут нам завтра обрести свое лицо, обрести свою национальность в полной мере и стать действительно гражданином нашей великой страны. Церемония сопровождалась воодушевляющими речами и напутствиями гостей. А в завершении мероприятия участники конкурса сделали памятное фото вместе с гостями. Ната Евлоева, Марибек Мержоев, Новости 24.